Пещеры — это уникальные образования ландшафтные. Пещер в Кыргызстане очень мало. И в этом их уникальность, то, что их очень мало, поэтому их нужно беречь, потому что пещера — это невозобновляемый ресурс. Если ее разрушить, допустим, она уже все будет забыта, ее можно забыть, это будет просто дырка в скале. Это была фантастически красивая пещера, все сверкало, мерцало в лучах фонарей. И, честно говоря, я боялся ступить шагу, повернуться, потому что боялись просто сломать или повредить какие-то образования. Мы изучали эту пещеру, делали топографическую съемку. Даже пол был белый, мы ходили след в след. Превратилась в такую черную дыру в известняковой горе. Да? Причина — это ограбление пещеры варварское. Вот это вот все были сталактиты. Вот он свисал до самого пола. Вот растут. Это все было бело-розового цвета. Сейчас это копоть, пыль. Это результат варварства людей, которые посещают пещеру. Люди заходили сюда с факелами, это с открытым огнем. Это солярка, керосин, факелы керосина. Естественно, что это все закоптилось. В пещере микроклимат, нет вентиляции, поэтому все осаждается на стенах, на потолке. Многие миллионы лет образовывались вот эти вот образования пещерные, и в один прекрасный момент они исчезли. Это уже невосстанавливаемо, невозможно вернуть. Потому что в пещере все время сохраняется один и тот же климат, микроклимат, который практически не менялся на протяжении многих тысячелетий. Тут остался единственный обитатель пещеры. Спит летучая мышь. Не будем ее тревожить. Она что-то уже, по-моему, просыпается, да? Причина исчезновения летучих мышей — это посещение бессистемное группами. Я бы их не назвал туристическими группами. Такие псевдотуристы, наверное, которые ищут каких-то острых ощущений. Здесь весной водичка так капает, вообще стена так приукрашивается, поблескивает, так какие-то блики создает. Вот это был один из самых красивых уголков пещеры. А сейчас лишь из-за вот этой копоти угадываются такие очертания. Кое-что еще осталось здесь, но все равно уже чувствуется, что варвары подбираются вот к этой стене. Да? Сейчас мы готовим книгу по геологическим памятникам Западного Тянь-Шаня. Западный Тянь-Шань в отношении пещер и сохранения таких уникальных памятников, ландшафтов является еще таким неисследованным районом. Местные жители, как правило, наверное, на пещеры и не ходят, потому что считают их святыми и так далее. Приезжают в основном с городской среды. Полазить, пофотографироваться в пещере и унести что-то на память. Мы же, когда приезжаем, допустим, в заповедник, где много деревьев, елей, мы не пилим деревья. Почему? Потому что это красиво. Но в пещере тоже растут деревья, только они каменные. И они уже не вырастут.